Чуть более года назад из якутского зоопарка Орто-Дайду в Петербург была передана белая медведица Харчана. Как сообщает наш собственный корреспондент, животное значительно выросло. Харчана по-прежнему остается озорной и любопытным. О том, какие изменения произошли в жизни медведицы, в материале Айсены Бурнашовой. Вытянутая мордочка, длинная шея и огромные подошвы ног. За год проживания в Петербурге Харчана заметно подросла. При этом, как отмечают сотрудники зоопарка, вместе с внешними данными у медведицы изменились и повадки. Так у Харчаны появились новые привычки. Например, поваляться в редком петербургском снежке. Ей не очень. Лучше бы сейчас снег бы падал, было бы лучше. Наконец у нас, можно сказать, второй снег в этом году выпал, так что его можно набрать и кинуть ей в клетку. Кроме того, вы видите, что у нее вся клетка, там, где бассейн, покрыта льдом, и она на нем катается, как с горки, по прямой. Со снегом у Харчаны связаны самые важные вехи в ее жизни. Первый выход в свет в Орто-Дайду и даже приезд в Ленинградский зоопарк сопровождался густым снегопадом. Поэтому имя у медведицы отнюдь не случайное. Многие называют ее Снежинкой, но те, кто с ней работает, все-таки мы называем натуральным именем. Харчана как-то прижилось, пусть оно необычное. Но она же у нас не единственная из Якутии, да, у нас есть корова, бык, они тоже носят якутские имена, и никто их не переименовал. А Сахая, корову так зовут якутскую, она стоит на детском зоопарке вот там, и бычка зовут Мааны. С наступлением зимы Харчану ограничили в растительном питании. Основной рацион составляет рыба и живые корма. Хоть медведица и растет, но до сих пор обитает во временном вольере. Предварительно сообщалось, что переезд в просторный комплекс «Белые медведи» состоится еще этим летом. Сотрудники зоопарка уверяют, технические проблемы связаны со строительством бассейна. Там оказалось гораздо больше проблем. Бассейн у нас с 1937 года. Капитального ремонта не было ни разу. Даже после войны его не ремонтировали, только восстановили эти разрушенные стены. Поэтому, к сожалению, мы не успели. И сейчас, наверное, до весны все это растянется, потому что, сами понимаете, зимой сложно. По всей видимости, Харчане пока уютно и комфортно в ее нынешнем трехкомнатном домике. Здесь помимо спальни и игровой также расположена комната с бассейном. Впереди зимние морозы, а значит, наступит самое лучшее время для медведицы. Она так наслаждается. Мне очень нравится. С утра вот ей на клетку насыпали бочками. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.